Внимание в докладе глава Коми уделил системе здравоохранения. Пандемия COVID-19 выявила слабые места в медицинской отрасли республики и обозначила направления, над которыми необходимо усиленно работать. Сделано за прошлый год в этом направлении было немало. О восстановлении медзвена расскажет Дарья Влакжанина. ковид проверил на прочность систему здравоохранения республики. В пандемию именно на медицинское звено легла колоссальная нагрузка. Днем и ночью врачи боролись за здоровье пациентов. Именно COVID-19 обнажил все болевые точки, над которыми теперь правительство ведет большую работу. 2021 год – начало реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Впервые за 10 лет райбольницы получили новые флюорографы, маммографы и рентгенаппараты. В целом медучреждения республики, в том числе и крупные стационары, в 2021 году получили свыше 770 единиц медицинского оборудования. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и в 10 раз больше, чем в 2019 году. Врачи Прилузской ЦРБ давно мечтали о новом рентгенологическом комплексе. Таком, чтобы и скорость исследований была высокая, и точность максимальной. Старый аппарат вышел из строя еще в 2015 году, прослужив 13 лет. Благодаря мгновенному получению снимка здесь нет очередей. За день через рентген-кабинет проходит порядка 30 человек. Раньше, когда приходила, всегда надо было очередь ждать. Очереди очень много было. А сейчас очень даже удобно по времени. Вот вчера пришла, сразу зашла и все. И вот ремонт очень красивый сделали, и все, оборудование, все новое. А это уже Усть-Кулом. Центральная районная больница здесь пополнилась не только новеньким рентгеном, но и мобильными флюорографом и маммографом. Наше население уже привыкло к маммографу. 8 лет мы уже работали на маммографе, поэтому они уже к этому приучены. Но то, что он свой ресурс выработал полностью, аппарат, уже он трехкратный ресурс выработал. Мы его постоянно ремонтировали, и он ездил. Но сейчас уже смысла ремонтировать эту машину не было. Вот поэтому вовремя пришла эта новая машина. Раньше мы ездили по многим районам, обслуживали и Каткиродский, и Троицко-Печорский, и Кайгородский, и Усть-Сулымский районы, и Княж-Погосский. Теперь же в эти районы тоже также дали машины, поэтому мы будем ездить по нашему району, по всем населенным пунктам. Обновляется медицинский автотранспорт. За последние 2 года в медучреждения городов и районов поступило более 200 автомобилей. Из них 125 в 2021 году. Это в 3 раза больше, чем за 2018 и 2019 годы. Огромная протяженность республики обязывает оснащать санитарными машинами даже глубинки. Каждый житель должен получить необходимую медпомощь вовремя. В канун нового 2022 года Владимир Уйба вручил главам муниципалитетов ключи от 30 автомобилей скорой помощи. Для Усинской ЦРБ это уже 4-й новый автомобиль за последние 2 года. Полноприводная модель как никогда, кстати, для снежной и суровой зимы. У нас сейчас все бригады оснащены новыми автомобилями. 2 из них на базе УАЗа, 2 из них на базе УАЗ-Патриота. Машины показали себя за год хорошо, не ломались, большие, удобные, оснащены полностью необходимым оборудованием не только для диагностики, но и в том числе для искусственной вентиляции легких во время транспортировки. То есть автомобили очень хорошие. Большое внимание строительству ФАПов. На сегодняшний день возведено уже 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них 5 принимают пациентов. 2 открыли буквально неделю назад в Карткиродском районе, в деревне Вашкурье и селе Нёбдино. 170 квадратных метров, 16 помещений и даже отдельный кабинет для осмотра малышей. Водоснабжение, отведение – все работает автономно. Примерно в день приходит от 10 до 15 человек. Приходят с разными жалобами. У кого-то поясница, у кого-то головные боли, кто-то там насморк, кашель или просто за справочкой. Здесь тепло. Я надеюсь, что и зимой будет тепло. Просторно. Не надо ютиться в одном кабинете с терапевтом. Когда они приезжают, нам приходилось там в одном кабинете все. Что касается ФАПов, которые должны были быть введены в эксплуатацию еще в 2020 году. К сожалению, их возведение идет не без проблем. Меняются санитарные нормы. Во всех ФАПах, за исключением медучреждений в поселке Ирайоль и Дон, предусмотрена система водоснабжения на привозной воде. А согласно новым требованиям Роспотребнадзора, они должны быть оборудованы автономными системами водоснабжения. Проблема уже решается. Республике пришлось изыскивать средства в бюджете на сооружение источников
и вносить изменения в проект с последующими дополнительными работами. Браколанск, Колва и район. По ФАПам расторгли предыдущие договора с недобросовестными, так скажем, подрядчиками, заключены новые договора. Сейчас передается строительная площадка, и в первой декаде июля уже начнутся строительные работы. Сейчас уже те фирмы, которые выиграли эти подряды, завозят оборудование и осваивают уже площадку. Еще одной болевой точкой Владимир Уйба назвал нехватку медицинских кадров. Для решения этой проблемы используются различные механизмы. Госпрограмма устанавливает стимулирующие выплаты и надбавки. За 2021 год лечебные учреждения республики пополнили 136 специалистов из других регионов и 323 выпускника учебных заведений. Это больше, чем в 2020 году, но перекрыть дефицит кадров пока не удается. Работу в этом направлении продолжаем постоянно. Тем не менее, в Коми успешно реализуется, например, программа «Земский фельдшер». Оксана Герасимова отказалась от шумного города и переехала в сосногорский поселок Поляна. Здесь она единственный фельдшер. Здоровье всего поселка на ее хрупких плечах. Зимой, например, у нас бывает и по 20 человек. Это вместе с детьми, я вам говорю. Летом, 10-13. Первая смена мы всегда с 8 до 2 работаем. Вторая смена – вторник, четверг, с 12 до 6 вечера. И вызова, конечно. В любое время могут быть. Кадровый вопрос отрасли здравоохранения, прежде всего в селах и деревнях, решается и с помощью системы дуального образования. Это когда больше времени отводится на практику, а теория идет на базе медицинских колледжей. Так, центральная больница Книжпогосского района в этом году получит 14 дипломированных медсестер. Повышение квалификации – это как один из вариантов, одна из возможностей. Но в первую очередь мы планируем проводить дуальное образование. То есть люди, работающие на другой должности в лечебной организации, не медицинской, они имеют возможность прямо на рабочем месте получить образование. Выезжая несколько раз за несколько лет в колледж медицинский в Сыктывкар, на сессии, основную часть обучения практикоориентированного, проходя у себя на месте. Остро стоит вопрос с лекарственным обеспечением, особенно сейчас в условиях западных санкций. Но и в нем уже есть так называемые подвижки. Минздрав республики совместно с Росздравнадзором еженедельно отслеживает рынок лекарств. С этого года мы перестроили работу по приобретению льготных лекарств. Закупку необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения пациентов в рамках региональной льготы будет проводить государственная аптека Республики Коми. Госконтракт с Минздравом региона заключен в мае этого года, сразу после того, как вы, уважаемые депутаты, еще раз вам за это спасибо, поддержали законопроект по единому поставщику. Не теряет актуальности тема COVID-19. Он, к сожалению, до конца еще не побежден. В пиковые периоды республика столкнулась с проблемами нехватки кислорода для больниц, но и она была решена. Регион приобрел 8 кислородных станций. На это ушло более 33 миллионов рублей республиканских средств и 226 миллионов федеральных. Станция в Ухте уже работает. Для станции в кардиодиспансере оформляются разрешительные документы. В ближайшем времени ведут в строй еще 6 станций. На этом работа по модернизации отрасли здравоохранения точно не закончена.